Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Рост заболеваемости коронавирусом отметили в 3 районах Якутии. Минувшие сутки принесли еще 220 случаев COVID-19. Падение. Самые частые причины травм среди работников Алроса. Как предприятие работает над сокращением несчастных случаев. В регионе продолжается фестиваль «Зима начинается с Якутии». В столицу прибыли скульпторы со всех уголков республики. – 220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба по эпидобстановке на сегодня. Из 220 – 120 в Якутске. Увеличилось количество заболевших в Алекминском, Мирнинском и Нерюнгринском районах, где фиксируется от 8 до 10 случаев. Также особое внимание уделяется Усть-Алданскому, Сунтарскому и Вилюйскому районам, где наблюдается также рост заболеваемости. Из положительных тенденций отмечается уменьшение количества госпитализации якутян с коронавирусом за прошлую неделю. Сохраняются обязательные требования, которые применяются к работодателям в части, если работодатель привлек на работу лицо, которое, соответственно, является заболевшей с признаками острого респираторного заболевания. Сегодня Министерство труда продолжает выявление таких работодателей совместно с Министерством здравоохранения, и в последующем список работодателей, нарушивших указ, будет представлен. Цех по производству медицинских масок запустили в Якутске. В день будут выпускать до 20 тысяч штук. Процесс полностью автоматизирован, а в планах обеспечить часть нужд не только столицы, но и всего региона. Юрий Осипов побывал на открытии цеха. Станок производит до 100 изделий в минуту. Защитные маски состоят из 3 слоев. Средний, самый важный, фильтрующий слой, защищен с 2 сторон водоотталкивающими материалами. После изготовления основной части, так называемого тела маски, на другом станке к нему припаиваются крепления. В конце готовое изделие проходит осмотр и тест на прочность. Нужно соблюдать, главное, чтобы воздух не слишком горячий, чтобы тепла не было, либо влажности в этих сохраняется, и чтобы чисто было, санитарная норма отвечала. За одну смену здесь производится до 20 тысяч масок. По словам директора технопарка, собственное производство защитных масок в республике поспособствует снижению цен и повышению их качества. Если свое производство в Якутске, то снабжение будет лучшим, качественнее и по дешевым ценам. Востребованность в том, что здесь снижает скорость поставки этих масок, оборудования этого. И она закрывает нужды наших жителей Якутии, наших районов и компаний. Маски, произведенные здесь, будут распространяться по магазинам и аптекам города Якутска. На данном этапе цех должен обеспечить до 30% от общего объема необходимых Якутии медицинских масок. Впоследствии компания планирует увеличить производство, соответственно увеличить и количество производимых масок. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Председатель правительства Андрей Тарасенко встретился со студентами-медиками, которые помогали в борьбе с коронавирусом. Что обсудил премьер с будущим региональной медицины, расскажет Дмитрий Тымыров. Вот уже 8 месяцев, как пандемия коронавируса прочно вошла в нашу жизнь и перевернула ее на 180 градусов. Нагрузка на врачей по всей стране выросла в разы. Именно благодаря их слаженной работе данный вирус держится под контролем. Еще с марта на подмогу врачам были направлены все силы, в том числе и студенты всех медицинских учебных заведений региона. Но если говорить за весь период пандемии, то получается, в целом у нас было задействовано более 1240 студентов, ординаторов, аспирантов. Будущие медики помочь коллегам в борьбе с коронавирусом согласились без колебаний. Кто-то оформил это как прохождение студенческой практики, а кто-то был даже трудоустроен. Однако большинство ребят вступили в ряды волонтеров. Когда началась пандемия, сразу вступили как волонтеры, в свободное время учебой занимались. Волонтерский штаб ходили, он заказ оплачивает, он МТР, продукты таскали пожилым людям. Премьер-министр региона Андрей Тарасенко встретился с самоотверженными студентами, наградил лучших из них. Слова благодарности прозвучали для каждого. Помогайте людям быть здоровыми и лечите их.
Это ваша будущая профессия. И мне очень приятно, что вот в действительности у нас молодежь такая растет, и смелая, и отважная. Поэтому очень хочется вас спасибо вам сказать и поблагодарить за то, что вы делаете. В свою очередь студенты поблагодарили коллективы лечебных учреждений столицы, восхитились стойкостью коллег, а также выразили слова признательности руководству мединститута и Минздрава за дополнительные бонусы тем из них, кто помогает в борьбе против коронавируса, а также за поддержку и организацию учебно-рабочего процесса. Хотим поблагодарить руководство ЕГБ-3 за то, что предоставило жилье, питание и за все условия, за лекарства в виде профилактики против ковида. Все условия были, и жили в изоляции. Каждый день нас возили на работу в микроавтобусе. Премьер-министр, завершая встречу, отметил, что каждый будущий медик должен получить подобную помощь со стороны региональных властей. Ведь пандемия еще раз показала, как остро нуждается общество в квалифицированных медицинских кадрах. Дмитрий Тамыров, Павел Пахомов, Якутск. В результате пожара в пригороде Якутска погиб человек. Тело женщины 1989 года рождения обнаружили в частном доме в микрорайоне Марха. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, у погибшей было 5 детей, и она скончалась во время их спасения. Пожарные прибыли на место через 5 минут после поступления сообщения. Огонь повредил дом по всей площади 81 квадратный метр. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при использовании печи. На ликвидацию пожара привлекалось 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Виновник и ущерб устанавливаются. Падение – самые частые причины травм среди работников Алроса. Такова статистика специалистов промбезопасности. 24 случая различной степени тяжести в 2019-м. В этом еще не закончившемся году 10. Какие меры приняли в алмазной компании, узнала Мария Флоренса. Шел, упал, очнулся гипс. Такую картину можно наблюдать часто на улицах зимой. Со стороны или в фильме это выглядит смешно. Но для самого упавшего может обернуться длительным больничным. Результат большинства падений – ссадины, ушибы руки, ног, черепа. За 2 последних года 28% сотрудников Алроса травмировались, просто поскользнувшись или споткнувшись. Для безопасного передвижения работникам выдают специальную обувь с антискользящим покрытием. Выдают на централизованном складе. На складе Мирнинского ГОК есть ботинки, которые у нас выдаются для мужчин с большим разновидностью протектора. То есть это у нас неглубокий протектор для мужчин, а женские ботинки зимние с глубоким протектором, с антискользящими такими же свойствами. Ну и все возможная зимняя обувь. Словам журналисты не верят. Проверили на деле. Для теста берем 2 вида обуви – женские ботинки и универсальные сапоги. Первый экземпляр не для уличных работ, скорее для передвижения по территории между объектами. В целом не скользко, но немножечко вот проскальзывает. На очереди сапоги. Усложним задачу, пробежимся. Нормально. Нет, не скользит. Вот сапоги, скажу я, прям для зимы. Не скользят. Даже можно вот так пройтись. Сапоги сдали тест на отлично, ботинки чуть хуже, но явно не уступят повседневной обуви. Впрочем, не только ею в Алроса стараются защитить людей от падений. В подразделениях алмазной компании действует специальная программа. Территорию посыпают песком, разработаны маршруты для передвижения работников, а на лестнице и в помещениях кладут антискользящее покрытие. Если раньше наши старые покрытия, то есть они в дырочку, забивались где-то песком, где-то забивались снегом, то эти покрытия, они показались с лучшей стороны. Они как бы легкие, их можно смело убирать, как говорится, накопление снега, очищать все это, как бы более удобные для нас. По сравнению с прошлым годом количество случаев падений сократилось – 10 против 24. Несмотря на это, падения сохраняют лидерство по травмам среди работников Алроса. Упасть можно не только в гололедицу, но и на скользком полу в офисе. Поэтому главное правило – будьте внимательнее. Мария Флоренса, Ирина Балкова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».
Якутск вошел в число городов-финалистов в конкурсе за право проведения тотального диктанта в 2021 году. Впервые в истории конкурса на последний этап прошли 6 городов. Это столица Якутии, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск и Томск. Якутск в голосовании поддержали почти 11,5 тысяч человек. Штаб также пригласил Томск, который занял 6-е место, с отрывом от 5-го всего в 4 голоса. Представители городов, вошедших в шорт-лист, презентуют свой населенный пункт в финале конкурса, который пройдет 6 февраля в следующем году в Москве. Автор текста приедет в город-победитель 10 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции. Также сообщается, что в столице акции будет организована дополнительная студия онлайн-марафона диктанта. Фестиваль «Зима» начинается с Якутии, продолжается. Он продлится до 6 декабря. Одним из украшений фестиваля является конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Сегодня на площади Орджоникидзе стартовал конкурс, который пройдет в течение 5 дней. На нем свои работы представят известные и начинающие скульпторы. Кстати, о площадях. По сложившейся традиции первую елку в стране принято зажигать 1 декабря в столице Якутии на площади Ленина. Но в этот раз ключевое событие пройдет в необычном формате. Из-за сложившейся эпидобстановки жителям и гостям не рекомендуется гулять на площади. Все желающие могут посмотреть мероприятие в прямом эфире телевизионных каналов. А что касается скульптур, то они будут украшать не только площадь Орджоникидзе, но и ледовый городок Северное Сияние в 202-м микрорайоне. 20 команд уже все приехали со всех улусов, с Верхоянского, с Мегино-Кангаласского, с Татинского, с Нюрбинского. И очень много команд города Якутска. Сегодня первый день открытого городского конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Первый день, как вы видите, проходит у нас на площади Орджоникидзе. Завтрашнего дня с 26 по 30 у нас пройдет в Ледовом парке. На чемпионате Европы по скалолазанию в Москве российская спортсменка Юлия Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу менее чем за 7 секунд. Она выступила быстрее всех в Европе и в мире в дисциплине «Скорость» у женщин. Лучшие спортсмены турнира получают шанс отправиться на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, где скалолазание будет представлено впервые. Для Каплиной это уже 10-й мировой рекорд. С 2013 по 2017 годы она установила 9 рекордов по скорости. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.